Является ли сунной шейх делать намаз в головном уборе? Головной убор, это тоже мы ответили на этот вопрос, но сейчас тоже ответим. Сама головной убор будет, это чалма будет, это туфетейка будет, это химар, это платок, как платок. Это все. Для этого достоверного хадиса нет пророка, саллаллаху алейхи вассалам, что это является сунной. Но общество, если все это головного убора ходит, там без головного убора ходит, если мусульманское общество все ходит в головном уборе, там без головного убора ходит, является нежелательным. И его считают, что мужчина теряет достоинство. Мужское достоинство теряет, имеется в виду, за то, что он идет не по обычаям мусульман, которые в том месте ходят. Головной убор в те времена у арабов, потом мусульман являлась она одеждой, которую можно носить. А если весь общество без головного убора ходит, там головной убор носить, что это сунна сказать, или это хорошо сказать, Аллаху алям, не является сунной. И намазе тоже, что именно она более лучше делать. Для этого нет достоверного хадиса. Есть очень много недостоверных хадисов. Кто в головном уборе помолился 70 раз выше ажир, чем без головного убора, это недостоверные хадисы. Более достоверного хадиса ни одного нету. Доктор Закир, является ли головной убор или тюбетейка сунной? Поскольку мы часто видим людей, особенно тех, кто вернулся из стран залива или же с паломничества и так далее, которые намеренно снимают головной убор перед совершением молитвы. Есть ли для этого какие-нибудь основания? Что касается первой части вопроса, является ли ношение головного убора сунной или желательным, то есть мустахаббом, то приводятся разные хадисы, согласно описаниям которых голова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, всегда была покрытой, будет и шапочка, или же чалма, или боевой шлем. Даже головы сподвижников были покрыты. В хадисе под номером 3148, приведенном в сборнике Сахих Муслим во втором томе, в книге Хаджа говорится, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к людям в день победы над Меккой, он был в чалме. Многие хадисы подтверждают, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, всегда покрывал голову. Более того, согласно хадису, приведенному Ибн Умаром, пророк, алейхиссалату вассалям, носил белую шапочку. Это в достоверном хадисе Ибн Умара. Согласно Ат-Табарани, этот хадис классифицирован как хасан, то есть хороший. Это одна из категорий достоверных хадисов – хасан. А согласно имаму Ас-Суюти, этот хадис имеет высокую достоверность. В своей книге «Сираджуль Мунир» в 4 томе, на странице 112, он говорит, что хадис, в котором упоминается, что пророк носил белую шапочку, является достоверным. По-арабски эта шапочка называется куфия, в Индии мы ее называем топи. Приводится множество хадисов, в которых говорится, что сподвижники тоже покрывали голову. Похожий хадис приводится в сборнике Сахих аль-Бухари в 7 томе, в книге одежды под номером 5802, в котором, согласно Анасу ибн Малику, да будет доволен им Аллах, описывается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, носил головной убор в виде белой шапочки. Согласно всем этим хадисам и мнению большинства ученых, ношение головного убора является желательным, мустахаб. Это сунна пророка. Мустахаб является желательным. Ученые всех основных 4 течений – ханафиты, шафииты, маликиты и хамбалиты, все 4 мазаба и их уважаемые имамы, считают, что ношение головного убора является мустахаб, желательным. Во время совершения молитвы также желательно покрывать голову, а вот совершать молитву с непокрытой головой уже нежелательно, то есть макрух. Что касается людей, которые возвращаются из стран залива или после совершения хаджа, то даже на примере Индии лет 10-15 назад почти 100% мужчин, молившихся в мечети, покрывали голову. Это было лет 20 назад. А сегодня мы видим, что четверть, а то и треть людей в мечети, то есть 25%, молятся без головного убора. Причина в том, что раньше люди понимали, что покрывать голову считается мустахаббом, поэтому даже если в обычное время они не покрывали голову, то во время молитвы все старались быть в шапочке, альхамдулилля. Даже если в обычное время они не носили головного убора, то во время молитвы они надевали его. Пусть даже только во время молитвы, но это было хорошей практикой.
Однако, посетив страны залива, многие узнают, что ношение головного убора не является фардом или обязательным условием для принятия молитвы. Все потому, что в страны залива обычно съезжаются люди самых разных национальностей со всего мира, и все они по-разному исповедуют ислам. Есть хадис, в котором один из подвижников с целью показать, что это не обязательно, совершил молитву, укрыв свое тело лишь куском материи от плеча и ниже колен. Он помолился, и это было допустимо. Если стоит вопрос, является ли ношение головного убора фардом во время совершения молитвы, то ответом будет «нет, это не является фардом, но это мустахаб». И тут возникает недопонимание. Если это мустахаб, то почему бы нам не перенять эту практику? Вернувшись из стран залива, узнав, что это не является фардом, некоторые пытаются показать свои знания, в кавычках, и намеренно не носят головной убор. И теперь мы видим, как в мечетях 25% мужчин или даже 1/3 не покрывают голову, что, как я считаю, только уводит нас от сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Эти люди не понимают, что если они обратятся к ученым стран залива, наиболее почитаемым ученым, то все они покрывают голову, все они носят головной убор. Таким образом, недостаточность знаний несет в себе определенную опасность. Да, конечно, молитва будет засчитана, но ведь это мустахаб. Согласно шейху Насируддину аль-Альбани, ношение головного убора является мустахаббом, а совершение молитвы без него является макрухом. Комментируя хадис Ибн Аббаса, в котором приводится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, использовал свою шапочку в качестве сутры перед собой во время молитвы, шейх аль-Альбани сказал, что этот хадис слабый, он недостоверный. Некоторые ученые, особенно из Египта, издали фетву, ссылаясь на то, что во время состояния ихрам, совершая хадж или умру, мы не покрываем голову, и молитва принимается, следовательно, покрывание головы не является условием для совершения молитвы. Если же вы почитаете хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, то вы не найдете ни одного случая, когда пророк совершал молитву без головного убора, за исключением тех дней, когда он был в ихраме. Только совершая хадж и умру, пророк был без головного убора, а в остальное время он всегда покрывал свою голову. Причина, по которой, находясь в состоянии ихрама во время умры, он не покрывал голову, лежала в том, что в этом случае покрывать голову является харамом. Многие действия, обычно считающиеся мустахаббом, являются запретными, то есть харамом в состоянии ихрама. Поэтому абсолютно неверно утверждать, что можно молиться без головного убора, аргументируя это тем, что мы не покрываем голову во время хаджа. Многие действия, которые в обычное время являются мустахаббом, желательным, как, например, подстригание ногтей, являются харамом в состоянии ихрама. Тоже и ношение головного убора запрещается только в период ихрама. Следовательно, данное обоснование недопустимо. Пребывая в состоянии ихрама, не разрешается покрывать голову, поскольку это прописано в правилах и условиях ихрама, а в обычное время лучше носить головной убор. Хотя бы при совершении молитвы следует стараться покрывать голову, за что молящийся получит дополнительную награду. Такова позиция всех 4 имамов, а также шейха Насируддина аль-Альбани, Ибн Таймии, шейха Ибн База и всех ученых. Имам Малик даже сказал, что с самых ранних времен ислама и до наших дней ученые, сподвижники, праведные предшественники все покрывали голову, будь это чалма, тюрбан, куфия и так далее. Поэтому я призываю мусульман покрывать голову, поскольку это одно из рекомендованных пророком, саллиллаху алейхи вассалям, действий.